Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Сегодня я вам расскажу историю о том, как богатство оказалось одной из самых сложных испытаний. Мы привыкли думать, что бедность– это испытание, тяжелое испытание. Но богатство каждый из нас обычно не принимает за испытание. Мы думаем, что это благо из благ Всевышнего Аллаха Тааля. Сегодня я вам расскажу историю об одном сподвижнике пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, которого Аллах Тааля сначала испытал бедностью. Он был беден, богобоязнен и постоянно находился среди первых людей, которые становились в молитву. Он очень часто находился в мечети, настолько часто, что ему дали прозвище «Голубь Аллаха». То есть постоянно находился в гостях у Всевышнего Аллаха Тааля, в доме Всевышнего Аллаха Тааля. Он настолько много делал поклонения, настолько много читал намаз, что на его лбу была большая мозоль. Описывается, что эта мозоль была похожа на коленку верблюда. Как вы знаете, от шероховатости и от постоянного соприкосновения с твердыми предметами она становится очень грубой. И вот его лоб был похож на коленку верблюда. И вот этот человек, который был очень богобоязненным, очень много поклонялся. Среди сахабов многие его знали, и особенно его очень хорошо знал Умар, радыяллаху анху. И в один из дней пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, замечает, что этот сахаба, этот ученик пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, сразу после саляма, ассаляму алейкум ва рахматуллах, ассаляму алейкум ва рахматуллах, не успевали дать салям, как тут же он вскакивал и убегал с молитвой. Когда это повторилось несколько раз, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, обратился к нему: «О саляба, почему ты уподобляешься действием мунафиков, двуличных людей? Почему ты сразу убегаешь с молитвой?» На что саляба ответил: «Я Расулуллах, о пророк Аллаха, у меня дома находится супруга, и она тоже хочет прочитать молитву. Но у нас нету больше одежды. Мы настолько бедные, что у нас одежда одна на двоих. И я, прочитав молитву, быстрее устремляюсь домой, чтобы моя супруга могла тоже прочитать молитву». Эта история не могла не тронуть сердца учеников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И саляба в один из дней обратился к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям: «Я Расулуллах, о пророк Аллаха, обратись с молитвой ко Всевышнему Аллаху Тааля, ведь твои молитвы не будут отвергнуты. Тебе стоит всего лишь попросить, как Всевышний примет твои молитвы. Попроси, чтобы Аллах Тааля открыл двери богатством для меня». На что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, ответил ему: «Горе тебе, о саляба, не проси того, чего изначально не дал Всевышний Аллах Тааля, ведь это может стать для тебя сильным испытанием». Но саляба раз от раза, каждый раз просил пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, чтобы он обратился с мольбой ко Всевышнему Аллаху Тааля. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в конце концов обратился, попросил, чтобы саляба получил так сильно желаемое им богатство. Он купил овцу, овца разродилась, и потихоньку у него появились животные, появились овцы, они начали увеличиваться в количествах. Все больше времени начал он уделять своим овцам. Но все меньше он стал уделять время молитвам и время нахождению с пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Сначала он
перестал читать пятикратную молитву в доме Аллаха, в мечети, читая ее просто дома. Потом он вообще ограничил всего лишь чтением пятничной молитвы вместе с джамаатом. И его стадо увеличивалось настолько, что ему стало тесно находиться в городе Медины. И он вышел за пределы города, чтобы его стадо могло кормиться зеленью. Описывается, что стадо настолько разрослось, что он ушел далеко от города, чтобы прокормить это стадо. И он перестал посещать и пятничные молитвы. И это стадо все увеличивалось. Его желание стать богатым и состоятельным, оно сбылось. Всевышний принял его желание, которым обратился пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, к Творцу. И тут испытание продолжилось. Знаете, когда человек беден, он это испытание принимает проще, легче. Ведь когда человек беден, ему стоит всего лишь проявить терпение. Но когда приходит богатство, соблазнов становится намного больше. И испытаний становится кратно больше. Так вот, Аллах Та'аля не спосылает аяты в суре Тауба, где Аллах Та'аля, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, хуз мин амвалихим садакатан, тутаххирхум ва тузаккихим биха». Садакаллаху аль-азим. Аллах Та'аля в Коране говорит: «О Мухаммад, возьми от их имущества часть, садака, пусть они отдадут и таким образом очистятся». И Аллах Та'аля тем самым увеличит благодать в их богатствах. И когда пришла эта весть, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, уполномочивает двух своих учеников, чтобы они пошли и собрали из имущих людей их закят и садака, и таким образом передать неимущим. И когда два сборщика заката пришли к Салябе и сказали об этом, он воспротивился. Он воспротивился и отказался. Он сказал, что я подумаю. С этой вестью ученики пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, которые были уполномочены собирать закят, вернулись к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и рассказали об этом. И когда они пару раз, придя к нему, и получили отказ, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, Аллах Та'аля пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, не спосылает аят в суре Тауба. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. И когда они пообещали Всевышнему Аллаху Та'аля, если Он им даст богатство, то они непременно дадут от себя садака и будут непременно еще более праведными, еще более добрыми. И Аллах Та'аля продолжает в аяте, говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, фалямма атахум мин фадлихи бахилу бихи ва таваллау ва хум мугридун». Садакаллаху аль-азим. И Аллах Та'аля говорит: и когда же Аллах Та'аля услышал их просьбы, их желания, их обращения, с которыми они обращались к Творцу, они тут же проявляют скупость. То есть Аллах Та'аля, когда отвечает на просьбы этих людей, которые обращаются с просьбой о богатстве, они проявляют скупость, отворачиваются с укором ко Всевышнему Аллаху Та'аля, отворачиваются от Всевышнего и убегают, даже можно сказать. Когда этот аят был ниспослан, Умар, радийаллаху анху, тут же вскочил на коня и помчался
к Салябе. Помчался и сказал об этом. И тут же приказал ему: отдай то, что положено. И забрал он то, что было положено. Но пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, уже не принял этот закят. И сказал, что нет, не надо. Пусть то, к чему ты стремишься, будет у тебя. Пусть то, чему ты отдал свое сердце, останется у тебя. И после смерти пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, Саляба еще раз попытался отдать, выплатить закят. Но Абу Бакр, ради Аллаху анху, не принял. После смерти Абу Бакра он принес закят, который должен был отдать Умару, ради Аллаху анху, и Умар, ради Аллаху анху, его не принял. И во время Усмана, ради Аллаху анху, он пытался заплатить закят, но и Усман, ради Аллаху анху, его не принял. И он во время Усмана, ради Аллаху анху, ушел в мир иной, ко Всевышнему. И описывают, что несмотря на это, что Всевышний Аллах был благосклонен, он все равно, даже когда шел выплачивать закят, выплачивал только из-за того, чтобы позор был снят с него. Это не было от души. Описывается, что он просто стыдился, но в сердце у него не было желания поделиться тем, что он имеет. Эта история из жизни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, учит нас многим урокам. И один из самых важных уроков – это быть щедрыми и уметь делиться тем, что мы имеем. А также один из уроков, чтобы мы не просили то, что мы не сможем осилить, что мы не сможем поднять. Порой людям Аллах Тааля не дает те испытания, которые они не смогут поднять. Поэтому пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, раз от раза отвергал просьбу Саляби. Саляба просил, но пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил: горе тебе, не нужно это тебе. Но он упорствовал. Пусть Аллах Тааля даст нам возможность пройти с верой, с благодарностью те испытания, которые нам суждено встретить на своем жизненном пути. И пусть Аллах Тааля сделает так, чтобы мы всегда оставались верными Всевышнему Аллаху Тааля, благодарными Всевышнему Аллаху Тааля и умели делиться тем, что, возможно, для нас дорого, но поделившись тем, что дорого, мы получаем еще больше от самого щедрейшего Всевышнего Аллаха Тааля. Как пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, часто просил в молитвах: «О Аллах Тааля, надели меня и верующих людей таким качеством, как щедростью». Щедростью, поистине, одно из самых главных качеств обитателей рая – это щедрость. Пусть Аллах Тааля удостоит нас быть по-настоящему щедрыми и верными рабами Всевышнего Аллаха Тааля. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.